Стратегическое наступление вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы Республики Сухума, начавшееся 16 сентября 1993 года, успешно завершилось 27 сентября. 17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировали их. Подразделения, прорывавшиеся в город с севера, развивали наступление, и часть из них соединилась с отрядами первого фланга. Были заняты стратегические высоты над городом – Широма, Каман, Цугуровка и другие. К 20 сентября подразделения абхазских войск вышли с боями в город. 20-21 сентября подразделения абхазской армии сомкнули кольцо вокруг Сухума. К вечеру 25 сентября флаг Республики Абхазия развивался над железнодорожным вокзалом столицы. Наступление абхазской армии успешно разворачивалось и на Восточном фронте. 16 сентября в 5 часов 40 минут на участке Меркула-Араду-Ачамчира абхазские подразделения провели короткую наступательную операцию. Основные боевые действия, в ходе которой развернулись в районе моста через реку Кадор. Тем временем жители Тхорчала и Ачамчирского района решились на прорыв блокады. На тот момент Грузия располагала в Абхазии очень мощной военной группировкой. Второй армейский корпус, состоявший из 23-й и 24-й бригад, а также многочисленных подразделений корпусного подчинения, танковый батальон, ракетные и артиллерийские дивизионы, горно-стрелковый Широмский батальон и многие другие отряды войск Госсовета Грузии. В общей сложности на этом направлении численность грузинской боевой группировки достигала 15 тысяч человек. В результате успешных наступлений абхазской армии были освобождены населенные пункты Адзюбжа, Скурча. Абхазские отряды на Восточном фронте вышли к реке Кадор и вели методичный обстрел Сухумского аэропорта, через который грузинское командование спешно перебрасывало подкрепление. 22 сентября 1993 года командование грузинских войск пытается морским путем доставить в Сухум дополнительные силы. Однако абхазские войска не дают такой возможности. Таким образом, противник был лишен возможности переброски живой силы и вооружения в Сухум. Хочу договорить, чтобы все ребята дошли, чтобы больше не было потерь. 24 сентября абхазские войска захватили ряд новых плацдармов в городе. Противник отступает, неся большие потери и уничтожая на своем пути все жилые строения. 25 сентября командование вооруженных сил Республики Абхазия во избежание бессмысленного кровопролития обратилось к командованию грузинских войск с требованием покинуть город. 27 сентября 1993 года абхазские отряды вышли к центру города. И в 15 часов 30 минут флаг Республики Абхазия уже развивался над зданием Совмина. Столица была освобождена. В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. В освобождении Сухума самое активное участие приняли добровольцы Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры Турции и Сирии. Таким образом, после 14 месяцев оккупации Сухум был освобожден. Враг был деморализован и отступал. До полной победы в Отечественной войне народа Абхазии оставалось 3 дня.